В интернете обсуждают новость о том, что Саакашвили может стать главой ГБР Украины. Это может стать смертным приговором для Порошенко, Парубия, Луценко и компании. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Изначально Саакашвили рассматривали на должность главы ОДА Одесской области, однако данная идея не понравилась Владимиру Зеленскому. Также Михаила Николозовича хотели видеть на посту генерального прокурора Украины, однако в команде президента не пришли к согласию. Стало известно, что лично Зеленский настаивает на кандидатуре Михаила Саакашвили в качестве главы ГБР. Как известно, Парубий, Пашинский, Порошенко и остальные преступники заняли позицию «агенты Кремля». Что бы ни делали правоохранители, они заявляют, что все это агенты Кремля. Саакашвили будет очень сложно обвинить в работе на Кремль, поскольку лично он противостоял Путину, будучи президентом Грузии, и всем известно, что Михаил Николозович, мягко говоря, в крайне плохих отношениях с Кремлем. Также известно, что Саакашвили является очень грамотным юристом с мировым именем. Всего за полгода грузинские тюрьмы были забиты ворами в законе, а за 2 года Саакашвили вычистил Грузию от воров в законе. Саакашвили – это страшный сон для Порошенко и побратимов. В случае его назначения тюрьмы Украины будут ломиться от ряженых патриотов, которые грабили страну во время войны. По данным СМИ, решение будет принято после отмены карантина. Вместе с этим сам Саакашвили неоднократно заявлял, что он бы вычистил Украину от клики Порошенко за полгода. У Михаила Николозовича есть конкретные примеры успеха. За 2 года в Грузии было посажено в клетки 30 министров, 109 следователей, 1064 милиционера, 300 судей и 490 таможенников. Саакашвили не щадил даже самых близких друзей. В тюрьму было посажено 2 самых близких его друга, которые предали его и начали брать взятки. То, что изменения будут необходимы, я с этим абсолютно согласен. То, что я фигурирую в вопросах по поводу кандидатов на должность премьер-министра, мне, честно говоря, приятно. Не от хорошей жизни люди вдруг вспомнили про меня. Я однозначно готов весь свой опыт, всю свою репутацию положить на кон. Я хочу еще раз подчеркнуть, что должностных амбиций у меня никаких нет. Я много лет живу в Украине, мой дом здесь. К тому же для моей родной Грузии выживание Украины – это тоже вопрос выживания. Так что у меня есть эгоистический интерес, чтобы Украина не только выжила, но и процветала и была мощной. Тогда всем вокруг будет хорошо, ответил экс-президент Грузии. Он сказал, что в свое время вывел Грузию из двойной мертвой петли. Это был экономический кризис 2008 года и полномасштабная атака российских вооруженных сил на мою страну. Мы не только удержали свою столицу, свое государство, мы с наименьшими потерями вышли из того кризиса. Мы удержали курс национальной валюты, наша экономика почти не упала, а со следующего года начала расти. То есть такой опыт выхода из кризиса есть. Но мы сделали это за счет очень резких мер, подчеркнул Саакашвили. По его мнению, любой кризис – это не только потери, но и окно возможностей. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.